Предлагаю начать. Слышно меня, нет? Выключайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Предлагаю начать нашу сессию «Механизмы, инструменты преобразования облика дальневосточных городов». Представляю вам участников нашей сессии. Это заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров, главный архитектор Республики Саха-Якутия Ирина Алексеева, Елена Пархоменко, вице-губернатор Приморского края, Евгения Муринец, директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России, Денис Цуканов, директор НКО «Ассоциация парков»,
Олег Заря, заместитель председателя Координационного совета, директор общероссийской организации «Городские реновации». Я хотел модератора представить. Это Юлия Талалайкина, заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России. И, как я называю, это самый главный человек по комфортной городской среде в нашей стране. Юлия Викторовна. Спасибо, Максим Борисович. Я думаю, что ни для кого не секрет, что последние 25 лет сфера благоустройства всегда оставалась на заднем плане и финансировалась по остаточному принципу. На самом деле, последние 3 года государство оказывает невероятную государственную поддержку на мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов с численностью населением свыше 1000 человек. И я хотела бы представить слово Максиму Борисовичу. Он расскажет нам об основных механизмах и задачах федерального проекта формирования комфортной городской среды, государственной поддержки, благоустройства населенных пунктов. Максим Борисович, пожалуйста. Да, я прошу, коллеги, давайте начнем с того, что... Зачем мне 7-й слайд сразу? Давайте, умный город, комфортная среда для жизни. Давайте начнем с такого понятия, что же все-таки такое комфортная городская среда. Меня всегда спрашивают, все же городская среда – это парки, скверы, дворы или что-то другое. И у меня позиция следующая. Что такое городская среда? Это, наверное, я вот сейчас тоже интервью журналистам давал, мы комфортную среду можем устроить себя в квартире. Да, это наша собственность. Мы как хотим можем устроить быт свой в своей внутренней квартире, в доме. Если мы живем с вами на квартирном жилом доме, нам, наверное, приятно выходить в комфортный подъезд, который покрашен, не висят сопли, провода и что-то другое. И это работа управляющей компании, фондов капитального ремонта, хорошие лифты, которым мы спокойно можем безопасно спускаться. Мы выходим с вами во двор, он тоже должен быть комфортным. Это работа также и управляющих компаний, нас с вами, которые должны бережно относиться к тому, что происходит. Действительно, государство в 2017 году, начиная тогда еще приоритетный проект по формированию комфортной городской среды, большое количество финансовых средств было направлено на дворовые территории. Кто, если помнит, мы 70% выделяемых федеральных денег в первом году, в 2017-м, выделяли на дворовые территории. Да, и дальше у нас было обустроено порядка 39 тысяч за 2 года, это 17-18 год, 39 тысяч дворовых территорий по всей стране, действительно большая цифра. Дальше мы с вами идем на остановку общественного транспорта. Должны быть на хорошей остановке, ехать на хорошем транспорте на работу. Выходя с работы, мы должны попадать в какие-то комфортные общественные пространства. И, наверное, все вот вместе это есть комфортная городская среда. Начиная от лестничной площадки до территории общественного пространства, где мы проводим с вами выходные, вечера, гуляем с детьми. И в первую очередь это, наверное, за счет одного только федерального проекта сделать городскую среду комфортной невозможно. Это синергия, наверное, всех федеральных проектов, которые есть. Это безопасные дороги, это и здравоохранение, потому что, приходя в поликлинику, в больницу, это тоже есть составляющая часть комфортной городской среды. Каждый, конечно, может это по-своему говорить и думать, но вот для нас, для Министерства строительства, которое отвечает за комфортную городскую среду, отвечает за расчет индекса качества городской среды, который мы отдельно остановимся сегодня в своем выступлении. Это совокупность всех национальных проектов, которые мы сейчас воплощаем в жизнь. Ну, а теперь хотелось бы немножко остановиться на федеральном проекте. Всего у нас запланировано, было реализовано с 17-18 год, когда у нас был приоритетный проект, это 108 миллиардов рублей. Общественных территорий было около 7 тысяч, 39 тысяч дворов. По Дальнему Восточному федеральному округу у нас 3,3 миллиарда рублей. Это 545 общественных территорий и 1624
дворовых территорий. Также у нас конкурс 2018 года был, это малые города и исторические поселения. Это у нас один город, который у нас представляет Республика Саха-Якутия, это Олекминск. Да, он уже, я так понимаю, у нас выполнен и введен в действие. И в Магадане это набережная залива, называется проект «Маяк». Действительно, это маяк красивый. Кто был в Магадане, представляет и помнит, наверное, какое было там территория заброшенная. Непонятно какая красота сейчас там реализовывается в рамках реализации конкурса. Отдельно хотелось бы остановиться уже на федеральном проекте нашего формирования комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Практически 270 миллиардов рублей. На Дальний Восток у нас приходится 14 миллиардов рублей. И здесь, опять же, у нас конкурс «Малые города и исторические поселения». Я хочу напомнить, что конкурс – это города до 100 тысяч. Каждый год 80 победителей. Здесь хотелось бы отметить, что конкурс 2020 года, открытие его уже объявлено. Мы принимаем заявки до 1 февраля. Это я обращаюсь сейчас к руководству субъектов Российской Федерации, руководству муниципалитетов. Решение мы примем до 1 марта. Отдельная особенность этого года, что до 1 сентября мы проведем конкурс на 2021 и 2022 год. То есть, по большому счету, регионы, муниципалитеты должны быть готовы сделать практически заявку на 3 года в этом году. Сделали это специально, потому что понимаем, что сделать проект в течение 2 лет, который мы сейчас реализовываем проекты, зачастую для многих субъектов Российской Федерации достаточно сложно, поэтому мы практически за год проведем конкурс на 3 года вперед. Отдельно здесь показаны показатели на 2019 год. Всего по стране 64 миллиарда рублей, 5 тысяч общественных территорий, 13 тысяч дворовых территорий. Если говорить про Дальневосточный федеральный округ, мы здесь видим 568 общественных территорий, 428 дворовых территорий. Показатели действительно, если сравнивать соотношение дворовых территорий и общественных территорий, они разнятся. Но, коллеги, у нас сейчас выбор, это перед муниципалитетами стоит, куда направлять деньги. Федерального бюджета, региональных бюджетных, общественные пространства, дворовые территории. Поэтому здесь должны в первую очередь надо спрашивать, наверное, и не наверное, а мнение граждан, что они хотят развивать в конкретном муниципальном образовании. И у нас, понимаете, получается так, что где больше частного жилого сектора, граждане хотят развивать общественные территории. Где больше многоквартирных домов, граждане хотят в первую очередь развивать дворовые территории, потому что действительно за последние, с момента начала 80-х годов, наверное, эти общественные пространства, как дворовые территории, вообще не развивались в нашей стране, не говоря, если какие-то, наверное, элитные застройки. И даже мы видим, что в центре городов дома дорогие, а дворовых территорий нет. Поэтому здесь, конечно же, надо спрашивать мнение граждан, чтобы любая территория, дворовая либо общественная, была востребована гражданами и населением, которое есть. У меня просто есть пример. Этот пример достаточно громко прозвучал на свою страну, был разговор представителей Общероссийского народного фронта с президентом, и они выявили факт, что были потрачены деньги, а общественного пространства нет. Да, был большой шум, сколько начали разбираться, сотрудники министерства тоже поехали. Оказалось следующее, что есть лесопарковая зона в городе в одном, назовем его город какой-то, сделали общественное пространство, поставили достаточно хорошую детскую площадку, спортивную площадку, площадку выгула собак. Все сделали, запустили, полгода проходит, ни одного человека там нет. Просто не пользуются, не востребовано, неправильно выбрали то место, где это поставить. Что сделало руководство города? Оно просто перенесло в другое место. И действительно, это подтверждение нашло. Этим всем оборудованием, которое было поставлено, все пользуются достаточно. Оно востребовано. Разбираемся. Граждан спросили,
Оказывается, как-то неправильно провели рейтинг и голосование, оказывается, должно было в другой части этого лесопарка. В общем, ну, шум был на всю страну, ну, на самом деле деньги не украли, перенесли в другое место, поговорили с гражданами, где нужно поставить, но в свое время не сделали это нормально, они объяснили гражданам, что это было перенесено. А на сайте госзакупок висел адрес конкретный, с конкретной точкой привязки, и коллеги, наши коллеги, потому что мы часто с коллегами из Общероссийского народного фронта ездим на проверки, на мониторинг реализации проектов. Посмотрели чисто, ну, формально, неформально, они тоже правы. Но с гражданами надо общаться, у граждан надо спрашивать, что вы хотите здесь конкретно и в каком месте, что мы должны с вами сделать. Отдельно, ну я про конкурс уже сказал. Коллеги, в этом году Минстрой совместно с коллегами из Дома РФ, КБ «Стрелка» мы разработали методику индекс качества городской среды. И у нас вообще это указные показатели. Мы должны с вами к 2024 году выйти, что у нас более 50% городов наших в стране должны быть с благоприятной городской средой. Всего у нас сейчас городов на 1 января 2019 года на 1 января 2018 года было 1114, на 1 января 2019 года 1117, у нас увеличилось количество городов. Мы посчитали индекс, отдельно сейчас у нас будет ролик, но хотелось бы сказать, что 23% у нас по стране города с благоприятной городской средой, но что касается Дальневосточного федерального округа, у нас 82 города и всего лишь 5% городов с благоприятной городской средой. Один город у нас оказался на пороге, ему не хватило 2 балла, это Хабаровск, чтобы войти в зону комфортной городской средой. Поэтому работы предстоит много, коллеги, вам, чтобы выйти на эти показатели. Показатель, конечно, уже у нас средний по стране, более 50%, но хотелось бы, чтобы Дальневосточный федеральный округ, есть соответствующие поручения, более развивался в части городской среды, комфортной городской среды, как бы шел впереди планеты всей и Российской Федерации. Я хотел поставить, коллеги, поставьте ролик, пожалуйста, посвященный, и потом... Да. Мы еще дополнительно выделяем Дальневосточному округу средств, от которых отказываются субъекты, поэтому Дальневосточный округ у нас не обиженный. Да, коллеги, давайте ролик посмотрим, и потом я закончу. Создание комфортной и безопасной среды для проживания в каждом городе России – одна из ключевых целей национального проекта «Жилье и городская среда». Первый серьезный шаг в этом направлении был сделан в 2017 году. Стартовал федеральный проект формирования комфортной городской среды. За 2 года по всей стране благоустроено около 7 тысяч парков, набережных, площадей и скверов и почти 40 тысяч дворов. В выборе этих объектов приняли участие 22 миллиона человек. Следующий шаг – внедрение комплексного подхода к развитию российских городов. Он включает в себя благоустройство, достойные жилищные условия, транспортную доступность, обеспеченность социальными объектами и коммунальной инфраструктурой, цифровизацию, эффективное управление и другие составляющие, без которых комфортное проживание в городе невозможно. Решение этих задач заложено в реализацию национальных проектов. На основании их анализа была разработана методика расчета индекса качества городской среды, которая позволит не только определить состояние благоустройства в конкретном муниципалитете, но и в целом оценить уровень комфорта проживания в каждом российском городе. Индекс качества городской среды будет оцениваться ежегодно по 36 индикаторам. Они учитывают 6 самых востребованных пространств: жилье, улично-дорожная сеть, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории и общегородское пространство, а также 6 ключевых факторов, формирующих среду обитания: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность управления. Для максимально точной оценки учтены природно-климатические расположения и численность населения. Все города разделены на 10 размерно-климатических групп. В 2019 году впервые для российских городов был рассчитан индекс качества городской среды. Согласно первому подсчету, на сегодняшний день почти в четверти российских городов страны уже созданы комфортные условия для жизни. Однако благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и других национальных проектов к 2024 году таких городов в России станет как минимум в 2,5 раза больше, а средний индекс качества городской среды вырастет не менее чем на 30%. 1 ноября
ноября каждый российский город не только получил статус города с благоприятной или неблагоприятной городской средой, но и диагностику своих сильных и слабых сторон для принятия решений и выбора приоритетов дальнейшего развития. Национальный проект «Жилье и городская среда». Города России меняются для нас. Вот вкратце в этом ролике мы показали про индекс, рассказали. Коллеги, это, опять же, вы видели все национальные проекты вокруг индекса. И, конечно же, здесь муниципалитетам, субъектам нужно принимать все усилия, чтобы воплотить все национальные проекты в единое целое и направить их в нужное русло и в нужную точку, чтобы муниципалитеты развивались. Возможно, не все сразу, возможно, надо сделать один муниципальное образование, перейти к другому, не разбрасывать ресурсы, а подходить комплексно к решению тех или иных вопросов. И, конечно же, одной из главных задач, которая поможет нам это делать, это внедрение механизмов умного города, цифровых решений управления городским хозяйством. В принципе, наш форум посвящен этому, и название форума «Умный город. Комфортная среда для жизни» говорит сам за себя. Продолжаем работать. Спасибо, Максим Борисович. Республика Саха уделяет достаточно серьезное внимание развитию городов, и мы на федеральном уровне отмечаем работу республики как одну из лучших на территории Российской Федерации. В том числе, вот, по-моему, в 2019 году вы выиграли 3 проекта, да, у вас на конкурсе малых городов? 2? Ну, по крайней мере, все ваши проекты, все 4 проекта, которые вы подавали, были очень высоко оценены экспертами. Я предоставляю слово главному архитектору Республики Саха-Якутия Ирине Алексеевой. Она расскажет о практике развития городской среды в Республике Саха-Якутия. Эта практика, наверное, интересна как сама по себе и как пример решения для регионов с северным климатом. Пожалуйста. Уважаемый Максим Борисович, уважаемые участники форума, мы рады приветствовать вас в городе Якутске. И я, как сказала Юля, хочу рассказать вкратце о той работе, которую мы проводим в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». К 2017 году, когда стартовал национальный проект формирования комфортной городской среды, вообще немногие субъекты России понимали значимость этой программы. И в первую очередь, конечно, от руководства городов и регионов зависит понимание важности расстановки приоритетов. Мы все помним здесь в Якутии в 2015 году Арсен Сергеевич Николаев, одним из первых российских мэров, принял решение тогда о прямом подчинении главного архитектора города лично главе, и вопрос благоустройства общественных пространств стал достаточно приоритетным и одним из главных приоритетов развития стратегии развития столицы республики. Несмотря на то, что архитектурное сообщество у нас в Якутии не очень большое, немногочисленное, активная конкурсная практика взаимодействия с Союзом архитекторов России, с нашим дальневосточным объединением Союза архитекторов России, с институтами развития Дом РФ. Мы давно сотрудничаем с КБ «Стрелка», со всеми известными ведущими урбанистами, архитекторами, с агентством стратегических инициатив, с коллегами из Москвы, регионов, имеющими опыт преобразования городской среды. И, конечно, для нас это является основой явилась основой в 2017 году вообще для переосмысления проектной деятельности в регионе. Так, например, в 2016 году мы провели международный воркшоп «Общественные пространства в экстремальном климате» с Московской архитектурной школой, с участием архитекторов из разных стран, из России, Соединенных Штатов Америки, Италии, Украины, Казахстана. И прикладным кейсом этого воркшопа стал вот тогда так называемый бульвар Учителя, это новое общественное пространство, которое, вот если мы вспомним, то посмотрите, как оно выглядело. Арсен Сергеевич принял решение здесь строить именно общественное пространство после того, как сгорел дом, жилой дом вот в этом пространстве, и можно увидеть, в каком состоянии была эта территория. И тогда именно уже как глава региона принял решение, и мы вот с коллегами из, как я уже сказала, 32 молодых архитектора принимали участие впервые, тогда начали понимать, что такое соучаствующее проектирование, вышли на площадку, спрашивали у людей, что они хотят, как они там видят развитие этой территории. Посмотрите, сколько там было металлических гаражей, и вот сегодня мы готовы руководству нашего федерального министерства показать этот кейс уже как реализованный.
Таким образом, к старту программы «Комфортная городская среда» мы пришли относительно подготовленными. Вообще надо отметить, что 2017 год стал переломным для осознания важности преобразования городской среды. И Минстрой Российской Федерации на самом деле провел колоссальную работу, потому что та методологическая помощь, которая оказывается сегодня регионам, рекомендации по организации общественных и дворовых территорий, и рассылки библиотек лучших практик, которые мы получали. Я помню, как мы книжку по Татарстану тут разрывали на кусочки, раздавали своим архитекторам и что-то пытались сделать. И даже, например, были обучающие пособия для пресс-служб в целях грамотного освещения вопросов благоустройства. И таким образом вот мы разрабатывали уже тогда вместе с жителями интересные проекты дворовых территорий, как Максим Борисович сказал, акцент был в основном на дворах. Вот 8 первых приоритетных проектов мы разработали по индивидуальным проектам, и они попали в лучший реестр региональных лучших практик. И вопросы, например, очень интересные мы по наработкам, например, по оживлению городской среды объектами современного искусства также пытались тогда уже делать. Появились первые муралы в городе Якутске. И мы тогда уже сразу подошли к вопросу синхронизации все-таки государственных и муниципальных программ. И вот, например, кейс сквер Тружеников Тыла, который известен всем жителям города. Здесь, конечно, было много проблем при реализации этого проекта. Но мы здесь впервые синхронизировали свои действия, например, с программой фонда капитального ремонта. И вместо вот этих разномастных открытых балконов у нас появились вот остекленные там лоджии на этом жилом доме. Более того, вот мы и современным искусством тут начали синхронизировать тоже городская скульптура «Дворник». Она также была, кстати, вот нашими коллегами выделена как в то время единственная практика вообще в 2017 году по итогам реализации проекта «Комфортная городская среда» именно вот в части современного искусства. Конечно, в процессе реализации появилась масса вопросов, и мы понимали, насколько это серьезно, когда программа стартовала в 2017 году, к концу года сдать какие-то объекты. И здесь начинают сказываться особенности нашего климатического района. Мы вроде бы как жалуемся все время, на самом деле я очень надеюсь, что сегодня коллеги, приехавшие сюда, наши дальневосточные коллеги все прекрасно знают, но вот коллеги с федерального министерства должны понимать, что если сегодня, например, у меня Марина Рожина, Проня Рожина, наши специалисты Центра компетенции сейчас отдыхают в Грузии, и во время отдыха это уже, знаете, это жизнь. Если люди однажды начинают заниматься этой деятельностью, они ходят по стройкам, Максим Борисович. Они сейчас в Батуми лазят по какой-то набережной там и спрашивают, общаются со строителями, и там идет стройка, понимаете, и там хорошие условия. Когда у нас уже там резко может наступить зима, и мы испытываем огромные колоссальные проблемы при реализации проектов. Но, тем не менее, мы например, хотела вкратце остановиться на проблемах. Да, ладно, это сжатые сроки, ладно, это удорожание там продукции, это нехватка специалистов, нехватка компетенций. Но, например, вот такой фактор, как учет объектов культурного наследия, археологические исследования, мы тоже впервые столкнулись при реализации нашего проекта. И вот картинки, например, бульвара Учителя уже реализованного мы видим. Мы этот проект смогли реализовать только в течение 2 лет, потому что первый год у нас были работы приостановлены, когда были найдены археологические раскопки, и мы провели достаточно серьезные комплексные исследования этой территории. В 2017 году мы попали также последними в уходящий поезд в программу Дом РФ по благоустройству 40 ключевых общественных пространств в российских городах. И вот набережная озера Сайсары была разработана не просто специалистами КБ «Стрелка». Мы всегда ставили вопрос именно о прокачивании наших специалистов. Наши якутские молодые коллеги, архитекторы, работали с нашими московскими коллегами. И мы реализовали сейчас благоустройство 2 дворовых территорий, которые прилегают к этой набережной. И очень надеемся, что сейчас окружная администрация продолжит эту работу. Мы сейчас ждем разработку ПСД и будем готовы уже выделять средства, соответственно, из программы для реализации этого проекта. 2018 год мы посвятили полностью прокачке наших специалистов. Вот я очень хочу показать вообще, как мы начали работу, понимая, что прокачивать нужно не только архитекторов, у которых действительно мало достаточно компетенций, нужно прокачивать заказчиков, нужно прокачивать подрядчиков, эксплуатирующие организации. И самое главное, нужно прокачивать муниципальные команды. Если в муниципалитетах нет команд для реализации,
с нацелом на последующую эксплуатацию, содержание, то это все приводит к печальным результатам. Поэтому вот мы выезжали в Москву, изучали разные практики, мы несколько раз выезжали в Сеул, потому что для нас это очень близко, и нас коллеги спрашивали, а почему в Сеул-то, извините, вы сравниваете якутский мегаполис? На самом деле там прекрасные практики, и это 3,5 часа лету, нет разницы во времени, для нас это гораздо легче. Ну и, конечно же, переломным моментом стало наше посещение Республики Татарстан, команда Натальи Львовны Фишман, архитектурный десант. Мы очень хорошо подружились, мы знаем все их объекты. Мы съездили не просто в Казань. Мы, кстати, первыми из субъектов России начали перенимать их опыт и облазили все сельские поселения Татарстана, посмотрели, что действительно, оказывается, можно делать качество не только в крупных городах, но и в маленьких населенных пунктах. И вот эта работа, конечно, позволила нам дальше двигаться. По результатам 2018 года у нас в Якутии реализовано достаточно немало общественных пространств, например, город Нерюнгри, город Алдан, наши города основные уже реализовали скверы, но одним из лучших кейсов стал проект «Ворота Якутска», который тоже имеет свою историю. Каждый проект, который начал реализовываться, понятно, что не мог появиться в одночасье, там сегодня деньги появились и вдруг проект. Вот этот проект у нас победитель Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» 2013 года, и Александр Асадов, будучи членом жюри этого конкурса, тогда признал, что вот этот объект, он является примером именно вроде бы малой, но интересной современной архитектуры. Посмотрите, какой объект мы реализовали в городе Якутске. В конце 2018 года у нас тут произошли политические изменения. Айсен Сергеевич был избран главой Республики Саха-Якутия, и именно он принял решение о выделении отдельного структурного подразделения органа госвласти, ответственно по архитектуре и градостроительству. Таким образом, управление архитектурой и градостроительством при главе Республики Саха-Якутия, которое я сейчас возглавляю, оно появилось в самом конце 2018 года. И самой первой задачей мы, конечно, поставили тоже при поддержке Минстроя, когда Олег Заря у нас здесь присутствует. Я помню, как мы тут пытались понять, что такое центр компетенции, как работать. И мы создали центр компетенции по вопросам городской среды и поставили себе задачу, как я уже сказала, первое, это, конечно же, профессиональных компетенций повышение, подготовка. Мы начали работать со студентами, с жителями, проводили все этапы соучаствующего проектирования, вовлечения предпроектных наработок, выезжали в города. И, собственно говоря, то, что мы сегодня двигаем по направлению городские реновации, то, как мы обучаем архитекторов. Например, в прошлом году у нас по программе «Архитектор РФ» один специалист, Сергей Пермяков, участвовал. И в этом году, к нашей радости, Анку Гасич, специалист Центра компетенции, кстати, лидер нашего направления городские реновации, также стала финалистом этого прекрасного образовательного продукта. И мы очень надеемся, что у нас в Якутске появятся еще более прокачанные архитекторы молодые. Мы, конечно же, с Центром компетенции сейчас, понимая, что вообще все эти процессы связаны не просто с маленькими объектами, там, скверики, парки какие-то, это все-таки более глобальные вещи, и мастер-планирование, и все, что касается градостроительства, все, что касается там внедрения информационных технологий. Мы сейчас акцент делаем на том, чтобы, здесь специалисты сегодня выступят, каким образом внедрять BIM-технологии, каким образом нам нужно сейчас развивать. Мы сейчас реализовываем 4-й этап региональной геоинформационной системы обеспечения градодеятельности, как подгружать всю градостроительную документацию, как быстрее выдавать услуги для того, чтобы обеспечить инвестиционную привлекательность региона. Ну и, конечно, так конкурсная практика Союзом архитекторов Якутии, которую мы сейчас активно проводим. Здесь роль Центра компетенции, я думаю, она достаточно видна, потому что мы сейчас взаимодействуем со всеми ведущими российскими компаниями. И например, этот проект «Парк будущих поколений» буквально 6 декабря будет представлен на Международном фестивале архитектуры в городе Амстердам. Он вошел в шорт-лист премии ВАФ и будет представлять Россию на международном фестивале. Разные кейсы, проекты крупные, которые мы разрабатывали, везде у нас самую главную задачу мы ставим не просто привлечение лучших сил России и мира. Мы
во всех условиях конкурса включаем обязательное создание консорциумов. То есть наши специалисты и уже действующие архитекторы проектной компании, и молодые архитекторы входят в консорциум, получают опыт взаимодействия и параллельно обучаются тем или иным практикам. Ну и последнее, о чем я хотела сказать, конечно, очень важно сегодня понимать, что задача Центра компетенций – это методология. Вот. Конкурс «Малые города, исторические поселения», то, что сегодня разработал наш Минстрой, эти критерии на самом деле являются именно образовательной программой для наших муниципалитетов. И мы сегодня пытаемся показать городам, как это работает. Если есть, например, связка, в самом начале вовлекать жителей в разработку проектов, далее мы все это построили, там, реализовали, как будут жить объекты, что там будет происходить, если мы это заранее не проработаем, если мы не проработаем экономическую эффективность этих проектов, если мы не будем понимать, сколько предпринимателей зайдут на эти территории, будет ли вообще выхлоп от этих территорий, то это все ляжет балластом на бюджет. Территории должны быть самоокупаемыми. Эту задачу мы ставим сейчас и прорабатывая с муниципалитетами. Вот, например, открытие фестиваля современной культуры, который мы впервые провели в республике, там, вовлекая молодых художников, делая различные объекты современного искусства. Мы вот провели, показали потенциал этой территории бульвара Учителя, когда на открытии фестиваля за один день эту территорию посетило 10 тысяч человек. И вы не представляете, сколько вот наши предприниматели, молодые, мы пригласили только модных предпринимателей. Мы здесь не продавали шашлыки, мы здесь сделали специальные вот такие вот открытые павильончики. Кстати, это Наташа Машталир, главный архитектор Краснодара, да, у себя на Фейсбуке разместила. Мы просто сплагиатели. Вот. И буквально там за неделю сделали такие павильончики, показали, что можно всегда при небольших усилиях сделать очень организованные, приятные вещи. Посмотрите, сколько молодежи, сколько людей было на этой территории. Для меня лично лучшей оценкой была оценка моей родной сестры, которая старше меня гораздо. Она пришла утром в 11 часов на эту территорию. Ну, я думала, что она просто в поддержку сестры родной пришла посмотреть, что там происходит. Я ее встретила вечером в 5 часов на этой же территории. Говорю: слушай, ты что, еще раз приехала? Она говорит: а я отсюда не уезжала. Я говорю: в смысле? Она говорит: тут столько всего интересного, тут настолько насыщенная программа, и даже я, взрослый человек, просто себя нахожу то тут, то там, то выставки, то еще какие-то мероприятия. То есть это показывает, что эти территории могут работать. Ну и вот небольшая презентация того, чем занимается наш Центр компетенций. Конечно же, полное сопровождение проектов по малым городам по конкурсу. Мы стали победителями по городу Алекминску в первом конкурсе. В прошлом году у нас город Покровский, город Нюрба стали победителями. И 2 финалиста, город Верхоянск и город Вилюйск. Мы с ними сейчас плотно работаем. Сейчас мы готовим также 9 заявок. И все эти заявки, смотрите, начиная с архитектуры, с идентики, все в соответствии с методологией мы сейчас стараемся прорабатывать вместе с нашими муниципалитетами. И я думаю, мы сегодня уже готовы даже вслух сказать, что результаты будут совсем другие. Например, маленький город Нюрба, в котором мы начали сегодня реализовывать, создал Центр управления общественными пространствами. Эти кейсы мы тоже будем рассказывать. И еще до того, как они получили деньги, еще до того, как мы только начали прорабатывать эти проекты вместе, построив муниципальную команду, коллеги сегодня на территории парка проводят фестивали уличной еды, различные какие-то неформальные мероприятия для жителей, для взрослого поколения, для детей. То есть огромное количество мероприятий уже проводят, и мы более чем уверены, что при реализации этого проекта территория уже будет наполнена. Ну и вот последнее, что хотелось бы показать, это наш реализованный проект по городу Алекминску. Ну вот какой был проект и что здесь. Здесь уникальность этой территории. Там выращивается у нас пшеница, поэтому колосок стал таким брендом этой территории. И примечательно, что в этом проекте не только скверик благоустроен, а еще и восстановлен объект культурного наследия. Посмотрите, что было и что стало. Вот такие вот наши небольшие результаты. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Дмитриевна. Я хотел бы прокомментировать. Очень, по крайней мере, мне прельщает то, что вы делаете не только общественное пространство, но и привлекаете другие программы, а именно программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов. И, в принципе, сейчас Минстрой разрабатывает иные подходы к капитальному ремонту.
И я считаю, что надо подходить к капитальному ремонту кварталов, а не квартирных жилых домов. Мы должны комплексно с вами заходить. Сначала менять инженерную инфраструктуру, ремонтировать кровли, фасады, подъезды. После этого, с учетом мнений жителей, делать дворовые территории и просто уходить из этого квартала и забыть, ну там, только его поддерживать и все. А то у нас сейчас с вами так программа капитального ремонта настроена, что мы с вами, у нас люди живут постоянно в ремонте. И мы это видим, большое количество субъектов к этому уже подходит, о том, что заходит во двор, где большое количество, или квартал, капиталит его, извините, такие слова, уходит и просто потом поддерживает. Если вы это делаете, мы только поддерживаем. Еще, конечно же, мы отдельную программу, это тоже является достаточно такой, мы сделали уже 2 проекта совместно с Ассоциацией фондов капитального ремонта, с АРОКРом и с капитальными ремонтами, фондами капитального ремонта субъектов. Мы поддерживаем Минстрой, это выдающиеся люди России, когда на фасадах домов мы делаем какие-то те люди, которые характеризуются тем или иным городом. У нас уже 2 проекта, это в городе Салехард, пилоты и компании «Сибирь», которые посадили под Москвой пшеничное поле самолет, вы не понимаете, какая огласка по всей стране дала именно данное мероприятие, то, что пилоты, которые, это люди, которые живые, герои России, они из города Салехарда, их как бы на фасаде дома одного из многоквартирных сделали. Также вот буквально на прошлой неделе другой проект тоже поддержан Минстроем, это в городе Тула, Николаю Толстому, тоже был посвящен великому российскому писателю. Я думаю, что здесь с вами надо тоже поработать, если вам это интересно. Тоже мы с фондом АРОКР готовы вас поддержать здесь, и, может быть, в Якутии и в других городах Дальнего Востока. Это тоже меняет облик наших городов. Особенно, когда на сером доме люди, которые характеризуются с этим городом, прославили город, могут также появиться. Но, конечно, это должно все увязываться с теми общественными пространствами, которые это окружают. И другое, конечно, я от себя лично, я всегда об этом говорю, не стесняюсь, и мне стыдно за это. Я когда пришел работать в Минстрой, думал, что там комфортной городской средой какой-то занимается, ерундой какой-то. И когда я действительно в это окунулся, я понял, какой это драйв, как это нужно, заряжает, да, я еще отвечаю за жилищно-коммунальное хозяйство в министерстве. Достаточно грустно, весело, тяжело, за аварийный жилой фонд, за капитальный ремонт. Но моя отдушина на работе, когда я действительно бегу и большое количество времени уделяю, это заниматься проектом «Комфортная городская среда». Действительно, это драйвер такой, который позволяет совершать иные победы и свершения по другим не очень популярным в народе направлениям. Спасибо, Максим Борисович. В Приморском крае один из 4 городов, которые имеют статус благоприятной городской среды, это Владивосток. И я хотела бы представить слово вице-губернатору Приморского края Елене Пархоменко. Она расскажет нам о опыте Приморского края по благоустройству городов своего субъекта. Пожалуйста, Елена Александровна. Добрый день. Раз, два, три. Да, добрый день, коллеги. Я на самом деле поймала себя на мысли, вот когда слушала Ирину Алексееву, о том, что нам еще многое предстоит сделать, и Приморский край, а в частности Владивосток, получил гордый статус столицы Дальневосточного региона. Поэтому я думаю, что мы сегодняшним форумом все-таки укреплять будем связи дальневосточников. И я уверена, что дальневосточные города должны быть еще лучше, еще краше, независимо от климатических условий и сложностей нашей жизни. Ну, а теперь по Приморскому краю. Да? На самом деле Приморский край, он был активным участником с 2017 года всех федеральных проектов, национальных проектов. И я считаю, что особенность, конечно, наша, это большая география муниципалитетов-участников. В сегодняшнем году у нас участвуют, в текущем году у нас участвуют 109 муниципалитетов. Понятно, что проект очень сложный в администрировании.
но так случилось, что самыми активными у нас как раз оказались мелкие поселения. И они очень быстро реализуют проекты, они очень быстро готовы осваивать эти денежные средства, которые они не видели никогда на протяжении там, многих десятилетий. И мы активно наблюдаем за тем, как меняются именно наши мелкие городки и мелкие населенные пункты. Но, несмотря на то, что достаточно большие деньги выделяются, вот финансирование по федеральному проекту формирования комфортной среды Приморский край планирует порядка 3,6 миллиардов получить на этот период до 2024 года. Мы ощутили острую нехватку средств на реализацию именно мелких проектов по дворовым территориям, потому как население хочет видеть комфортными свои дворы. Мы понимаем, что индекс качества городской среды, он в большей степени все-таки ориентирован на крупные города, ну, населенные пункты, на городские округа, а в Приморском крае это 12 городов. И Приморский край на самом деле получил достаточно низкий индекс, 145 баллов. И один всего лишь город, это Владивосток, является благоприятным, потому что 196 баллов, но я считаю, что нам польстили несколько. Тем не менее, мы видим, что есть потребность. Мы не можем обделять муниципалитеты более мелкого уровня в таком счастье менять окружающее пространство. И было принято решение в прошлом году запустить региональный проект, который я не разделяю на самом деле от федерального проекта, но он является частью нашей государственной программы. Это подпрограмма «1000 дворов». Это такое народное название. На самом деле, когда мы вот увидели и почувствовали, что желание жителей все-таки благоустраивать дворы, и мы приняли такое решение, выделили 1 200 000 000 на текущий год на эти цели, и долго думали, как же все-таки распределять. Ну, решили, что лимиты будут распределены по численности населения, никого не обидели, более 100 муниципалитетов получили эти лимиты, а потом мы сделали голосование народное, поистине честное, где на сайте через МФЦ можно было подать заявки, которые подписаны должны были быть жителями многоквартирных домов для участия в этом проекте. Это был первый шаг. Но первоначально мы определили элементы благоустройства. Из 8 или 9 мероприятий, основные мероприятия, которые хотели люди, это асфальтирование придомовых территорий, это детские площадки и спортивные площадки. И вот после того, как мы получили огромное количество заявок, это был ажиотаж по всему Приморскому краю, прошлая осень, люди не верили вообще, все говорили, что это развод абсолютный. Мы поняли, что сначала мы хотели, чтобы это была программа 400 дворов, но мы поняли, что это нереально, потому что было порядка 3500 заявок от жителей, которые нужно было отработать, юридически подвести каждый дом к тому, чтобы это было возможно финансирование этого проекта. И тогда мы выбрали первых 1000 заявок и на уровне муниципалитета уже отрабатывали все документы. Это общее собрание, это дизайн-проекты. И 50% из этой 1000 дворов это все-таки асфальтирование, конечно, так примитивно, но очень ожидаемо нашими жителями. А 50% это, конечно, детские и спортивные площадки. Мы понимали, что у нас нет компетенции у многих поселений. Мы отработали порядка 20 вариантов таких стандартных типов детских площадок, спортивных площадок. Привлекли все возможные компании, которые занимались этим ранее, для того, чтобы участвовать в этом масштабном проекте. И вот на сегодняшний день действительно мы видим, как преображаются наши... Извиняюсь, что-то я не то сделала. Помогите мне, коллеги, что-то у меня не получается. Это уже вперед перебежала. И вот мы реально сейчас видим, какие проекты иногда уникальны. Это я обратно веду. Все, я поняла. Сейчас. Господи, опять что-то не то. Верните, пожалуйста, на начало презентации. Да, мы действительно видим, как преображаются мелкие поселения, как меняется наша среда непосредственно у домов. И, конечно, было принято решение продолжать этот проект. Опять что-то не то.
Ладно, бог с ним. Продолжать этот проект и в последующую трехлетку. Бюджет этого года вот сейчас рассматривается во втором чтении, и мы по 1,2 миллиарда также ежегодно закладываем на этот проект. Понятно, что мы уже подвели некие итоги сегодня и проблемных моментов в реализации проекта. Но прежде всего, вот как сказала Ирина Алексеева, это, конечно, недостаток компетенций в местных муниципалитетах. Это, конечно, и проблема с количеством достаточно подрядных организаций, которые готовы выполнять современные проекты в отдаленных территориях. Приморский край достаточно большой. И, наверное, мы сделали вывод основной, что нельзя делить это равномерно одинаковыми финансовыми долями на все дворы, потому что абсолютно дворы разные. Какой-то двор обходится и 3, и 4 миллиона рублей, а какой-то дворик маленький может быть благоустроен и за 500-600 тысяч. Поэтому в этом году мы меняем правила, подходы и считаем, что можно будет делать не только благоустройство придомовых территорий, но и такие вот как бы междворовые пространства. То есть мы шагнули вперед, мы считаем, что это будет, конечно, большое подспорье нам по достижению целевых показателей Приморского края по федеральному проекту, и мы этим региональным проектом, конечно, будем благоустраивать уже такие серьезные там детские хабы развлекательные, спортивные большие комплексы, ну и просто маленькие скверики, которые смогут уже поконкурировать даже с городскими пространствами. Вот, собственно, про город Владивосток, который получил 196 баллов, да, это столица, да, нам есть чем заняться. И еще в 2017 году японской компанией Nikken Seikei был разработан мастер-план города Владивостока. Да, когда мы сначала это увидели, мы не поверили, что это бывает. Это серьезная работа архитекторов и экспертов, и японских, и наших местных, по концептуальному изучению и исторических ценностей, и особенностей традиций жизни столицы Приморья. И было предложено, конечно, концептуально поменять основные серьезные точки и центры, и акцентировать все-таки на развитие туристических зон города Владивостока и прекрасно оттенить возможность любования нашим морем, потому что это, конечно, счастье, что оно у нас есть. И вот из всего, что было предложено, мы сейчас выделили 2 таких центра. Один будет туристический центр, вот вы видите предложенная набережная наша морская, которая, в принципе, будет прилегать и к морскому вокзалу, и к железнодорожному вокзалу. И сейчас у нас уже проектируются эти зоны для того, чтобы мы могли их реализовать уже в следующем году. И вторая зона – это Первая речка, это такой деловой центр. Видите, что он чем-то даже похож на такие современные центры, наверное, восточные, потому что мы все-таки люди восточные, у нас как раз-таки вот эти традиции восточных городов, они должны реализовываться в Приморском крае. Кроме того, у нас мастер-план был откорректирован буквально в прошлом году под наши потребности, потому как, конечно, были предложены интересные идеи, но перенос нефтебазы, перенос порта Владивосток и железнодорожного вокзала, демонтаж железнодорожных путей – это такие серьезные вещи, которые требуют внесения изменений не только в градостроительные планы городские, да, и генеральные планы, но, естественно, документы стратегического планирования Российской Федерации. Поэтому мы понимаем, что это долгий процесс, поэтому решили пока оставить его на перспективу, хотя мы уже начали диалог и с соответствующими ведомствами, и Минтранс, и Росрыболовство, и, собственно, РЖД уже активно рассматривают наши предложения. Но на сегодняшний момент действительно мы понимаем, что нам необходимо разгрузить транспортный поток, потому что Владивосток с численностью 630 тысяч человек имеет автомобилей более 700. Поэтому у нас, конечно, большущая проблема. Мы понимаем, что транспортный каркас – это основная наша цель. И мы сейчас вот как раз-таки решаем дилемму, как разгрузить транспорт и сделать объездную дорогу в КАТ, и при этом не испортить взгляд на набережную и
не ограничить доступ к морю. Вот такая задача решается, поэтому, конечно, я думаю, что мы скоро сможем, наверное, уже предъявить окончательную редакцию вот этих 2 зон, которые будем благоустраивать. Ну, кроме того, что хочу сказать, что, конечно, вот это российско-японское сотрудничество, оно должно дать плоды свои не только, наверное, у нас, но и вообще у всех дальневосточников, потому что японские технологии – это передовые технологии, да, они дорогие, но мы все-таки пытаемся их внедрить. Во Владивостоке, вот я сказала, что много машин, поэтому нам очень понравился проект «Умный светофор». Мы пока тоже сделали только первый шаг, и уже есть установили вот умный светофор, который сам регулирует это движение. Но мы понимаем, что необходимо сейчас сегментами забирать целые микрорайоны городские, потому что он не будет работать эффективно один. Это будет работать система. Это действительно полностью исключение какого-то человеческого фактора. Это абсолютная автономия вот этой системы и действительно регулирование транспортных потоков по необходимости. Кроме того, мы очень хотим в благоустройстве наших зон использовать элементы японского сада, как восточной культуры, которая связывает наши страны. И вот у нас первый опыт, опять же, как раз по комфортной среде был в центральном небольшом сквере, вот он сейчас на слайде. Очень нравится, это элементы озеленения, вот такие кибаны, мелкие деревья. Вот. Мы планируем также уже в 2020 году в запущенном, заброшенном парке Минного городка, который все жители очень ожидают, начать благоустройство и там же создать эти элементы японского сада вместе с японцами. Вот, в общем-то, дизайн-проекты, которые мы планируем уже в 2020 году завершить. И, собственно, конечно, нельзя не сказать о том, что умный город, он, конечно, неразрывно связан с вопросами комфортности. И у нас сейчас еще разрабатывается и уже внедряется на первом этапе процесс цифровой диспетчерской ЖКХ. В следующей сессии у нас участвует наш инвестор, я поэтому не буду останавливаться подробнее, но я уверена, что уже в следующем году мы сможем пригласить наших коллег-дальневосточников и показать, как это работает на примере одного пилотного города, потому как это будет не только мониторинг объемов, качества, параметров услуг тепла, воды, но это будет еще и биллинговая система, это приложение для граждан, мобильные приложения, где можно будет, в принципе, и оплачивать услуги, и видеть объемы этих услуг. Собственно, и для нас, для власти это тоже очень здорово, потому что зачастую у нас нормативное потребление, оно абсолютно отличается от фактического. Поэтому, коллеги, в завершение хотелось бы сказать, что необходимо нам, наверное, больше общаться между собой дальневосточникам, потому что есть чему поучиться у коллег. Вот я для себя первый вывод сделала после первых 2 выступлений. Поэтому очень буду рада, если поддержкой какие-то творческие идеи воплотятся у нас в приморской столице, и не только приморской, а теперь уже дальневосточной. Буду очень рада контактам, общению и новым идеям, которые мы готовы воплощать. Спасибо. Может, мы Ирину... Не надо, нормально. Нормально по времени, Елена Александровна? Вам нормально? Все. Ирину Дмитриевну отпустим тогда. Благодарим за участие. На самом деле опыт регионов становится основой для внедрения новых стандартов на общероссийском, общенациональном уровне. И я хотела бы представить слово Евгении Муринец, директору Urban Policy Institute, советнику президента Союза архитекторов России. Она расскажет нам о современных стандартах комплексного развития территорий и региональных нормах градостроительной деятельности. Все, большое спасибо, дорогие коллеги, здравствуйте. Готовилась по одному сценарию, в итоге сейчас решила немножко соптимизироваться и подстроить доклад под то, что уже было сказано. Так, а кликер. Спасибо. Фоном будут идти какие-то, как я считаю, очень хорошие примеры того, что уже сделано. Вот это Хельсинский район. Трехмерка того, что скоро там будет построено. Так, работаем.
Не работаем. Ага, все, спасибо. Во-первых, скажу, что для нас 2016 год стал таким переломным по сразу целому ряду причин. Наверное, потому что, во-первых, високосный год. Во-вторых, Госсовет, который провел президент в мае месяце, тогда мы готовились к этому Госсовету, и было много вопросов, что же нужно нашей отрасли, что же нужно градостроительной деятельности, архитектуре, и для нас первоочередной задачей было как-то вот повысить роль архитекторов, градостроителей вообще во всем процессе строительном. И видно, что сейчас, то есть вот все, что произошло после Госсовета, да, повышение роли главных архитекторов городов, муниципалитетов, которое было при поддержке Минстроя выполнено, ну, наверное, на 90% или на 95% даже, в общем, почти все переключились, сейчас смотрят их полномочия, и полномочия главных архиtekторов и наряду с полномочиями ответственности смотрят. Это важная история. Почему про нее говорю? Потому что это, наверное, главный инструмент для того, чтобы городская среда приобрела новое качество, новое архитектурное качество и качество такое вот для жителя. Потом 2016 год – это старт нашего начала работы по формированию программы паспорта проекта «Городская среда». Мы тогда как раз смотрели состав и индекс качества городской среды. Тогда был, в общем, как идея, еще тогда это была идея, он тогда был на ранней стадии разработки. И включили как один из индикаторов. Забавно, что буквально там неделю назад, наверное, у нас было интересное интервью с депутатом Государственной Думы Николаем Николаевым. Он ведет свой блог интересный. Я вот, к большому сожалению, узнала только после того, как попала к нему на интервью об этом блоге. И там как раз задавался вопрос у него, как, ну, скажем так, от жителей, да, вообще, что такое индекс качества городской среды, что такое это для жителей, вообще нужен ли он, как вообще качество можно перевести в количество. И вот мы, значит, целый час обсуждали эту тему, и, в общем, это вызвало неподдельный интерес. Вообще вот эта сама история, что первый раз оценивают качественные показатели. И удалось в процессе интервью, тоже, я надеюсь, раскрыть все огромные плюсы этого индекса, так что я всеми руками, ногами за этот индекс. Нужно его дальше продолжать развивать, думать, может быть, немножко апгрейдить какие-то из индикаторов в зависимости от целей, которые у нас немного редактируются, корректируются у отрасли. Так, это я параллельно листаю, просто неким фоном. И у меня большая просьба мне тогда говорить, когда мне нужно будет заканчивать, через сколько времени, чтобы я могла сориентироваться. Потом, 2016 год, значит, помимо начала работы над паспортом, помимо Госсовета, что еще? В Москве был согласован последний проект с типовой серией, которая, вот опять же, это большая история на всех городах. У нас абсолютно одинаковые дома строятся по одинаковым сериям. Это еще наше советское наследие, это достойно вообще отдельного форума тематика. Скажу, что в Москве этим начали заниматься мы в 2012 году и сформировали целый, там, скажем так, набор документов, отмониторили все предприятия, которые на Москву работали, и, в общем-то, это привело к тому, что стали выпускаться новые серии по новым стандартам, и дальше у меня уже как у сотрудника Дом РФ была такая задача, это немножко поделиться этим опытом уже с другими городами, как это все удалось сделать. И вот 2016 год у нас вот такой вот внутренний отраслевой праздник был. Потом еще 2016 год у нас отпраздновали 50 количество конкурсов 50, которое было инициировано и которое сейчас уже как практика проводится регулярно. И вот республика Саха действительно стала одним из таких
первых субъектов, который на системном уровне уже перенял эту практику. Действительно, практика уникальная, поскольку мы говорим о механизмах, то вот помимо неких управленческих механизмов, о которых я сказала в начале, механизм именно принятие решения, конкурс, это, я считаю, это один из самых лучших способов выявить, не просто выявить качественное решение, но и обсудить его в профсообществе, обсудить его с жителями. После тематики конкурсов вообще никто никогда вам не скажет, что а что это вот такое сделано, на нас не спросили. Да? Последние конкурсы вообще проходят, что не только есть экспертный совет, но и обсуждение с жителями до экспертного совета, и когда экспертный совет собирается, и жюри, вот в Дербенте был недавно конкурс на мастер-план, вот буквально на прошлой неделе подвели итоги, и жители там сыграли ключевую роль при принятии решения. И поэтому конкурс, который Минстрой организовал по малым городам, это беспрецедентная, очень крутая практика, поэтому я поддерживаю. Что от себя хотелось бы добавить, как пожелание к городам, это по возможности, наверное, представлять больше материалов о том, как с жителями, а именно процессы обсуждения с жителями, то есть не просто фотографии, да, не просто некие там какие-то отчетные цифры, но, наверное, может быть и более расширенные протоколы, не знаю, еще как-то. То есть эксперты, которые участвуют в конкурсе, которые оценивают эти проекты, должны видеть и должны быть убеждены в том, что этот проект прошел обсуждение с непосредственными пользователями. Благоустройство является таким, как я считаю, важным элементом и элементом номер один при развитии города, потому что это с точки зрения финансов достаточно такая, ну, скажем так, этот этап может потянуть практически любой город. И абсолютно согласна с Максимом Борисовичем, что вот в эту тему благоустройства нужно обязательно подтягивать тематику капремонта, потому что города у нас пушистые не только потому, что неблагоустроенные пространства, по которым мы ходим, но и очень разношерстно, скажем так, выглядят и фасады домов. И более того, вот я в ряде городов просто видела, что каждый житель просто может утеплить вот свою часть фасада. Да, и вот такой вот очень крутое лоскутное одеялко получается. Где-то даже забавно. Такой ундерпассер, если кто знает такого архитектора, посмотрите, очень, очень прикольно у него фасады. Вот мне почему-то напомнило этого архитектора. Но, в общем-то, не всегда, к сожалению, это выглядит достаточно так френдли для городской среды. Поэтому обязательно программа капремонта должна как-то вот коррелироваться с программой по благоустройству. И это часть комплексного развития городской среды. Что отдельный момент, который хотела бы подчеркнуть, и вот тоже увидела в презентации Ирины, что вот городская скульптура вообще очень важный элемент. Вот у нас сейчас заканчивается, проходит конкурс на монумент погибшим морякам в Кронштадте при нашей поддержке проходит. И я для себя при просмотре всех заявок, что выявила, что у нас, конечно, тема городской скульптуры, ну вообще, скажем так, скульптуры и такой как бы уникальной, как в случае с Кронштадтом, и скульптуры более такой повседневной, у нас пока слабо развитый, маленький нюанс, но все равно он придает идентику города. Вот благодаря этому инструменту можно достаточно быстро сделать уникальный какой-либо участок в городе. И, наверное, можно отдельно даже подумать, как эту тему развить. Ну, такой маленький нюанс, но мне кажется, что это может помочь городам предложить такое интересное, необычное решение. Что хотелось бы сказать как последний такой важный акцент, это
мастер-планы. Мастер-планы – это то, что много обсуждается, и президент в начале года сказал, значит, вот, что он поддержал тему мастер-планов. Действительно, это комплексный инструмент, и про него мы будем на этом форуме еще отдельно говорить. Я его всячески поддерживаю, потому что только он может создать такое междисциплинарное общение и дать в руки какие-то конкретные очень шаги всем ведомствам, задействованным в развитии города и субъекта. И вот Владивосток, который вы показывали, я тогда была руководителем этого проекта, Владивосток как раз такой очень яркий показал пример с точки зрения того, что мастер-план – это очень хорошая тема с заделом на будущее, пускай и далекая, потому что японцы на 30 лет, насколько я помню, это рассчитали. Мы когда увидели их предложение вынести порт, в общем-то подумали, так, ну все, лучше нам во Владивосток не летать. Оказалось, на самом деле, что в итоге на таких больших комиссиях, где был и субъект, и город, пришли к общему выводу, что, наверное, это можно оставить, просто это надо будет действительно в процессе развития города смотреть, насколько это вообще релевантно текущей экономической ситуации. И вот первые два вот этих вот пространства, которые вы вывели, опять же, мастер-план, он все дробит на этапе, выделяет наиболее яркие истории, это вот непосредственно прибрежной территории, долина Первой речки. Это как раз и было таким, в общем, важнейшим этапом у японцев в работе. Поэтому призываю коллеги по возможности инициировать разработку мастер-планов, желательно через конкурсы, желательно с привлечением экспертов международных, потому что у нас в стране опыта не так много по мастер-планам. Я бы сказала, что по их реализации вообще у нас еще пока нет опыта, не сложилась практика. И, в общем, наверное, вот как-то вот так, если говорить в целом. Да, Евгения, спасибо вам большое. И я, наверное, хотела вернуться к речи Ирины Дмитриевны. Она так сказала, наши пространства могут жить. Наши пространства не могут жить, они должны жить. И я бы хотела предоставить слово Денису Цуканову, директору НКО «Ассоциация парков», который расскажет нам, как должны жить общественные пространства, как сделать их привлекательными и полезными для города. Да, коллеги, добрый день. Ассоциация парков достаточно молодая организация. Мы, собственно, начали свою деятельность в начале прошлого года, но, тем не менее, у истоков создания ассоциации стоят те же самые люди, которые, собственно, начинали все парковое движение. 2011 год, идея создания Мосгорпарка, когда мы начали благоустройство основных парковых территорий, это парк Горького, Сокольники, другие площадки. Собственно, в Совете Ассоциации парков на сегодняшний день числятся все директора крупных парков общественных пространств Москвы. На сегодняшний день также в ассоциацию входят и различные региональные представительства. И могу сказать то, что на данный момент география членов ассоциации достаточно обширная. За 1,5 года к нам вступили различные городские администрации, парки со всей России, то есть от Калининграда до Южно-Сахалинска. Вот если в целом смотреть по карте, мы являемся членами Всемирной ассоциации парков от России, официально представляем эту организацию. И как раз здесь произошла такая замена. Раньше в World Urban Parks присутствовал Мосгорпарк, но после того, как мы решили, что действительно в России наконец-таки должна появиться ассоциация, которая будет продвигать все парки на территории страны, вот было принято такое решение. Естественно, костяк организации тоже составляют парки, входящие в структуру Департамента культуры города Москвы и Мосгорпарка. На сегодняшний день мы также проводим различные мероприятия, международные форумы. И за последний год было проведено 2 парковых форума в Москве в Заряде и в Ботаническом саду МГУ, и также международный парковый форум в Волгограде.
Проектная дирекция попросила рассказать, как создать из общественного пространства центр притяжения, то есть речь пойдет про событийность. Именно то, чем мы занимались с момента создания Мосгорпарка с 2011 года совместно с МДММ, это Московская дирекция массовых мероприятий, когда проводили совместные события по территории всей Москвы. То есть МДММ занималась более масштабными площадками, такие как Красная площадь, Тверская и так далее. Мы делали мероприятия на территории всей Москвы, в Центральном парке и в парках спальных районов. Если смотреть на цифры, то до того момента, как запустили программу развития индустрии отдыха и туризма, и в принципе появился Мосгорпарк и началось такое активное благоустройство парков, то посещаемость была в районе 10 миллионов человек в год. По сравнению с цифрой за прошлый год 167 миллионов, конечно, просто геометрическая прогрессия, и посещаемость парков с каждым годом становится все больше и больше. Я помню, когда мы начинали благоустраивать вот первые два парка, парк Горького и Сокольники, ходили по различным участкам парков, особенно в Сокольниках, где был просто темный лес, не было фонарей, не было людей, и как все преобразилось спустя несколько месяцев, буквально когда появились уже какие-то первые объекты на территории. Инфраструктура есть, но нет жизни. Собственно, презентация посвящена тому, когда уже все спроектировано, все построено, дальше осталось привлечь на территорию людей. Собственно, мы очень много посещаем различных парков, городских парков по регионам России. Могу сказать, что это, наверное, такая самая проблемная тема для регионов. В большинстве случаев это выглядит так. Запустили, построили какую-то площадку воркаут, эстраду, теннисный корт. Все это помпезно открыли. Приехал губернатор, глава администрации. Все, для галочки провели открытие. Несколько месяцев проходит, площадка простаивает, никакого движения не происходит. То есть зачем строили, непонятно. Соответственно, на примере наших московских парков и на примере парка Сокольника хочу показать несколько кейсов, как эти площадки оживить и что нужно сделать для того, чтобы начали появляться там люди. Событийность – ключ к созданию центра притяжения для горожан. На примере Сокольников мы подошли к планированию наших мероприятий с точки зрения создания пула фирменных проектов. То есть это те мероприятия, которые проходят из года в год и, по сути, могут являться визитной карточкой парка. То есть это те мероприятия, на которые посетители заранее планируют посещение, как приезжают туристы из других городов и так далее. Инициатором таких событий тоже могут являться абсолютно разные структуры, то есть это не обязательно парк. Мы очень плотно работаем с коммерческими структурами. До того момента, как мы начали активно заниматься ассоциацией, в Мосгорпарке, помимо культурно-массовых мероприятий, я координировал как раз работу с крупными спонсорами и коммерческими структурами. Соответственно, этот вариант наиболее оптимальный для любой площадки, для городской администрации, потому что в данном случае вы не только не несете расходов на организацию мероприятия, но наоборот парк зарабатывает, получает внебюджетный доход. Для Москвы это особенно актуально, потому что в 2011 году, после того, как мы создали Мосгорпарк, всем крупным паркам, 14 паркам, которые на тот момент существовали как основные площадки, мы присвоили статус автономки. То есть они стали ГАУКи, государственное автономное учреждение культуры. Собственно, это очень сильно раскрепостило практически все площадки, и парки смогли сами зарабатывать. Я сейчас пролистаю несколько примеров. Это мероприятия, которые мы создали с нуля и которые проводились либо несколько раз, либо проводятся ежегодно. Вот как пример фестиваль музыкальный «Первомай Саунд», который мы делаем ежегодно на открытие летнего сезона. Фестиваль «Экстримакс», экстремальные виды спорта, тоже парк ни копейки не тратит. На территории находится выставочный центр, который организовывает выставочные проекты по экстремальному направлению. Соответственно, все за счет бюджета со стороны этой компании.
Вот, наверное, пример, который идеально будет подходить для Якутии и который, даже несмотря на то, что это инициирует парк, собственно, никакого бюджета вообще не стоит. При этом очень мощная отдача со стороны средств массовой информации, и огромное количество людей ежегодно приходит в парк на это мероприятие. Все, что нужно для запуска подобного мероприятия, как живопись на снегу, просто обеспечить людей красками, фломастерами, какими-то специальными баллончиками и так далее. Но более того, когда мы провели эти мероприятия несколько раз, уже на следующие проекты люди стали приносить свой собственный инвентарь. В итоге отдача очень большая, это одно из самых популярных мероприятий в парке и при этом одно из самых дешевых для парка мероприятий. Фестиваль современной литературы, который был организован в рамках Года литературы. Тоже пример День зимних видов спорта, который может проводиться также по инициативе местных жителей. Несколько фирменных проектов, в частности, городские маркеты «Вкусновес». Тоже здесь пример, как город или парк должен зарабатывать, а не просто тратить деньги на проведение какого-то события. В данном случае были закуплены домики, модули шалей, которые стали сдаваться в аренду. Более того, все компании, которые проводили маркеты на территории парка, обязаны были в соответствии с договором проводить еще какие-то дополнительные активности в рамках события. В частности, привозили огромное количество шефов со всего мира, и тоже был очень серьезный выхлоп в прессе, когда приезжали шеф-повары из Колумбии, Сенегала, Мексики и других стран. Соответственно, здесь парк и зарабатывает, и получает очень мощное освещение в СМИ и массу довольных посетителей. То же самое фестиваль барбекю, праздник мороженого, который тоже огромное количество лет уже проводится на территории Сокольников. Вот, собственно, фирменные мероприятия будут способствовать и привлечению, в принципе, спонсоров на территорию парка, и, как я уже сказал, могут стать визитной карточкой вашей площадки. Еще одна из идей, которая может применяться практически всесезонно, это парк-музей. Вы знаете, что на территории московских парков, ну, по крайней мере, крупных, это и Зарядье, и ВДНХ, Чуть побыстрее. да, существуют такие примеры, ну, соответственно, можно сделать какие-то коллаборации с частными государственными музеями. Очень важно создание вау-эффекта, когда люди будут отображать все, что они видят на территории парка, в социальных сетях и так далее. Но вот здесь приведен пример, как во время чемпионата мира по футболу построили большую вувузелу, тоже огромное количество различных выходов в СМИ и довольных посетителей. Ну и дальше я предоставлю просто несколько примеров того, как работать с коммерческими партнерами. Собственно, парк здесь зарабатывает деньги, и вы получаете еще активности на целый сезон, когда работаете с крупными коммерческими брендами, которые делают, собственно, наполнение контента ваших мероприятий. Различные зарядки со звездами спорта, зоны отдыха и так далее, йога-тренировки. Вот, несколько примеров. И напоследок хотел бы рассказать и пригласить всех на выставку Park Season Expo, которая будет проходить 28-29 мая следующего года при содействии Минстроя России. Максим Борисович, спасибо большое за поддержку, то, что поверили в эту идею. И всех приглашаю на эту выставку, которая будет проводиться в России, в странах СНГ впервые. И также приглашаю всех присоединяться к ассоциации парков. Кстати, хочу сказать, что от Якутии у нас уже есть два учреждения. Это учреждение из города Ленск и Центр управления общественными пространствами из Якутска, которые уже вступили в ассоциацию парков. Вот, так что присоединяйтесь, будем обмениваться опытом. Все мероприятия для членов ассоциации у нас всегда бесплатные. Спасибо. Я хотел бы добавить. Да, спасибо, Денис. Я думаю, очень интересно. Хотел бы добавить, в принципе, то, о чем говорил Денис. Это показывает, можно просто потратить, нарисовать красивый проект, потратить федеральные деньги, особенно, а не муниципальные, не спонсоры, и сделать какое-то общественное пространство. Но очень сложно сделать так, чтобы это общественное пространство жило жизнью и воплощало те идеи, когда было, что было вложено в идею. Да, вот то, что говорил Денис,
Действительно, Москва большое количество времени, сил потратила на преобразование тех ужасных парков с шашлычными. Ты заходишь, это был просто ужас какой-то. Парк Горького, Сокольники. Сейчас это действительно современный центр притяжения, и многие иностранные гости, которые приезжают в Москву, отмечают качество городского паркового пространства, которое есть в Москве. И они еще живут. Там люди приходят туда отдыхать. Это жизнь общественного пространства, парка, либо площади, либо сквера, который мы с вами делаем, должно жить. И вот здесь, коллеги, хорошие примеры, я думаю, что они поделятся кейсами, которые есть, ассоциации парков. Я действительно хочу пригласить всех 28-29 мая, это парк Сокольники, парк Сокольники у нас будет совместное большое мероприятие. Коллеги, приезжайте, много что интересного будет. Также коллеги у нас участвуют, мы проводили первый форум «Малые города и исторических поселений» в Нижнем Новгороде, коллеги тоже участвовали. И второй форум у нас будет в конце февраля, на котором будем подводить итоги по малым городам и историческим поселениям. Предположительно, это будет Тюменская область, в городе Тюмени. Я думаю, что коллеги тоже будут присутствовать. И, конечно, 28-29 мая мы ждем всех в Сокольниках и будем разговаривать о том, как должны жить наши парки. Не как мы их преобразовывать должны, а как они должны жить. Поэтому всех приглашаю. И, Денис, мы с вами и вас очень сильно будем поддерживать. Ну и хотелось бы отметить, что все-таки жители наших городов, особенно молодые и активные, они, конечно, не просто потребители услуг, но они и главные заказчики и организаторы. Недавно при Минстрое был создан координационный совет по вовлечению молодежи и популяризации добровольчества в сфере благоустройства. И хотелось бы предоставить слово Олегу Заре, заместителю председателя Координационного совета, директору общероссийской организации «Городские реновации». Он расскажет нам о роли и возможности молодежи и волонтеров в процессе преобразования городов. Да, спасибо большое, Юлия Викторовна, уважаемые коллеги, всем добрый день. Уверен, что большинство из вас, когда открыли программу сегодняшнего дня, увидели название темы «Добровольчество, развитие территорий», подумали о том, ну и что же это такое, темный лес, далеко от нас и все, что с этим связано. И, друзья, быть может, с вами можно согласиться. И, откровенно говоря, когда 2-3 года назад мы начинали деятельность по вовлечению молодежи в развитие территорий, когда проходили первые встречи с чиновниками, муниципальными, региональными уровнями, вообще никто не верил в тему, что к таким сложным, серьезным процессам, как развитие территорий, благоустройство, многомиллионные процессы, можно подключать студентов, добровольцев, каких-то активистов и так далее. Ну как же так? Должны же заниматься только профессионалы или там кто 20-30 лет там проработал в сфере, или профильные чиновники и так далее. Но шаг за шагом, и надо отдать честь и должное молодым ребятам, студентам, активистам в том, что они смогли доказать, что с молодежью нужно не только считаться, но очень активно их привлекать в процесс развития территории. Вы знаете, уважаемые коллеги, мне кажется, что Дальнего Востока это касается вообще особо. С учетом демографической проблемы, когда молодежь из малых городов в районные центры уезжает, из районных центров они уезжают в Москву, Санкт-Петербург, а из Москвы, Санкт-Петербурга, Лос-Анджелес, там, значит, Берлин, Амстердам и так далее и тому подобное. Так вот, вот насколько, честно говоря, не передать словами, насколько я благодарен чутью и доброму сердцу Минстроя России, который поддержал тему развития добровольчества, увлечения молодежи, почувствовал, что действительно эта тема может быть востребована и очень полезна для регионов, потому что, конечно, без этой поддержки ничего серьезного создать любую технологию, любую систему было бы просто невозможно. Ну, это лирика. Давайте перейдем к конкретике. Кто такие добровольцы, коллеги? Они у вас всех под боком.
неважно, большой вы или крупный муниципалитет, у вас есть либо школьники, либо студенты, причем студенты не обязательно профильных специальностей, это могут вообще любые небезразличные ребята, которые учатся, значит, и которые любят свои территории. Поверьте, их можно интегрировать в любые процессы. Непосредственно дальше я расскажу примерно, как это делается. Это могут быть авторы социальных проектов, у вас их тоже множество, мы просто убеждены, и причем есть специальный реестр, и ваши комитеты по делам молодежи ведут учет всех этих ребят, и сейчас количество различных заявок, значит, именно в сфере развития территории все больше и больше растет. Мы вообще в прошлом году, есть такой всероссийский конкурс «Добровольцы России», так вот номинация, значит, вокруг тебя, то есть это по поводу развития территории, она была одна из самых крупных, это большое достижение в этой сфере. То есть таким образом, коллеги, вы должны понимать, что вот эти самые добровольцы, это не нечто не мифическое, они действительно вокруг вас, они есть в ваших муниципалитетах, они есть в ваших регионах, что в крупных больших городах. Что могут делать добровольцы, коллеги, причем это не на пальцах придумано, не в лаборатории, значит, придумана история, это действительно уже практика. И молодежь доказала, что действительно по каждому из представленных на слайде направлений они очень серьезные результаты достигают. И как раз вы можете, знакомясь с этим слайдом, вы можете посмотреть, что для вас это очень важно. Потому что, давайте так откровенно говорить, ресурсы, которые есть у муниципалитетов, они в основном есть на строительно-монтажные работы, на проектно-сметную документацию, на то, чтобы проводить плотную работу с населением, на то, чтобы заниматься созданием информационного контента, на то, чтобы активно формировать событийную повестку, о чем коллеги говорили, на то, чтобы делать предпроектные исследования и все остальное. На это, как правило, серьезных ресурсов нет, и тут нужны помощники. Помощники от молодежи, помощники от активных граждан, и это все можно делать. И в частности, одно из таких очень интересных моментов, сегодня очень много говорили про конкурс, так вот, молодежные сообщества, они, те регионы, которых очень активно включают, интегрируют в свою работу, они действительно добивались, и в том числе и побед на конкурсе, причем выдерживая соревнования вместе с ведущими очень серьезными проектными компаниями. Да? Это тогда, когда сердцем к делу относишься, вот можно, извините меня, выдавать очень серьезные профессиональные результаты. Минстрой России, он зарегламентировал эти процессы, уже есть, соответственно, контрольная точка в федеральном проекте, что регионам необходимо создавать условия по развитию добровольчества, есть и в конкурсе необходимые критерии, связанные с тем, что нужно активно вовлекать население, в частности, добровольцев. То есть теперь это уже не просто, так сказать, как для хобби региона или муниципалитета должны это делать, теперь это есть, соответственно, в контрольных документах. Значит, результаты, коллеги, они представлены на слайде, если кому-то интересно сфотографировать, но действительно это уже есть реализованные проекты, и победы в конкурсе, и огромное количество мероприятий с населением, и множество информационных поводов, которые, значит, ребята создают у себя в муниципалитетах, в регионах и так далее. Ну вот, в качестве примера, то, что вот обратите внимание, из таких небольших городков, очень скромных, значит, вот уже есть хорошие практики, и вот, пожалуйста, Железноводск уже построен, и вот Кола, значит, они эту практику заканчивают непосредственно, да, это 9000-ный городок выиграли в конкурсе, да, ребята делали, дизайн-проекты вот в Якутии сообщество молодежи делают, то есть на самом деле по многим профессиональным траекториям ребята могут участвовать непосредственно. Что касается Координационного совета, то Координационный совет объединил, на наш взгляд, все заинтересованные стороны этого процесса, а их очень-очень много. Это не только органы государственной власти, это и образовательные организации, вузы, это и общественные организации, это экспертные сообщества, и там действительно такая очень мощная сила образовалась, и на следующем слайде расскажу, какие ключевые, на что направлена его работа, и вот председатель Координационного совета, заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Борисович Егоров. Что касается направлений, коллеги, то это и методология, потому что все эти прекрасные вещи, которые я говорю, конечно, нужно оцифровать, положить на бумагу, дать блок схемы, как это все реализовываться и так далее и тому подобное. Это не сложно, но это нужно сделать. Это выработка мер, это, опять же, синхронизация ресурсов. В общем, это системные меры по вовлечению молодежи, студентов и добровольцев в развитие территории.
Последние 2 слайда, коллеги, собственно говоря, где искать этих всех добровольцев, что нужно сделать. Ну, прежде всего, я к вам обращаюсь как к региональным муниципальным чиновникам. Коллеги, вам нужно посмотреть просто, какие условия у вас есть. Если у вас есть университеты, подключайте университеты. Если у вас есть профильные общественные организации, подключайте профильные общественные организации. Вся информация об этих структурах есть у ваших коллег, которые занимаются либо образованием, либо молодежной политикой. И ежели у вас нет, то их нужно, конечно, создавать. Опять же, методология, которую выдаст Минстрой России по итогам заседания Координационного совета, она вам в этом деле поможет. Что касается, последний слайд, что касается непосредственно самого процесса, каким образом выстроена работа на территории, то есть вообще 3 ключевых субъекта деятельности вовлечения молодежи в эти территории, на территории субъекта. Первое – это орган власти, который отвечает за комфортную городскую среду. Второе – за орган власти, который отвечает за молодежную политику. Третье – коллегия университет. С органа власти, который отвечает за комфортную городскую среду, реальные объекты, что-то живое и интересное. Потому что, друзья, молодежь не будет участвовать в профанации. Да? То есть уже шарики понадували, фонарики уже посветили. Как бы, да? Это молодежи неинтересно. В парадах участвовать неинтересно. Им интересны живые реальные практики, живые интересные кейсы. Именно их, соответственно, сформировать их может только тот, кто формирует комфортную городскую среду. КДМы, так называемые органы власти, которые отвечают за молодежную политику, они поддерживают инфраструктуру, помещения где-то, какие-то непосредственно дают ресурсы, да, значит, на то, чтобы ребята ездили на мероприятия, на форумы, обменивались мнениями и так далее и тому подобное. Университет, коллеги, все понятно, да, там учится непосредственно наша профильная аудитория. Повезло тем субъектам, где есть, конечно, архитектурные специальности, строительные специальности. Кстати говоря, они практически в каждых регионах есть, да. Но там, где их нет, тоже вопрос решаем. И решаем он межрегиональной коммуникации. Например, Магадан. В Магадане есть только ПГС непосредственно, да, кафедра. Архитекторов там нет. Но к ребятам, когда они занимались реализацией там каких-то проектов, к ним подключились ребята из Якутии, ребята из Владивостока, а там, соответственно, архитекторы уже есть. Вот вам межрегиональное сотрудничество, потрясающий энергетический эффект непосредственно, да. Значит, и вот на слайде представлено, разложено, кто чего делает. Определяем ответственным, выходим на дорожную карту, и вся это дело, соответственно, работает, да, непосредственно. Главное определить в регионе, кто является вашим базовым партнером. Я вам говорил, кто это может быть. Университеты, общественные организации и так далее. Поэтому в завершении, друзья, если у вас кадровый голод, реализовывайте и развивайте добровольчество комфортных территорий. Если у вас дефицит информационных поводов вокруг программы «Комфортная городская среда», развивайте добровольчество территорий. Если у вас, вы хотите усилить, углубить работу с населением, развивайте добровольчество территорий. И если вы хотите вселить, как бы сказать, душу, объединить граждан вокруг такого созидательного, как сегодня отмечалось, процесса, как формирование комфортной городской среды, развивайте добровольчество, привлекайте молодежь. Это даст потрясающий эффект, которого вы не ожидали. Спасибо вам за внимание, уважаемые коллеги. Олег, спасибо. Ну, хотел бы добавить, не надо, если говорить про добровольчество, зацикливаться на одном федеральном проекте. Это формирование комфортной городской среды. Надо добровольцев привлекать и в реализацию других национальных проектов, которые у нас есть и реализуются в субъектах Российской Федерации. О чем начал говорить Олег, и я здесь его достаточно поддержу, и на своем опыте, когда тоже с городской средой начал заниматься, мы обсуждали добровольцы, тоже думал, какие-то добровольцы, там молодежь какая-то, но в лучшем случае они волонтеры, покажут, куда выйти и так далее и тому подобное. Но когда я начал встречаться в регионах, достаточно часто бываю в субъектах по направлению деятельности министерства, направлению тех мероприятий, которые курирую я, и когда я увидел, какие горящие глаза у этих ребят и что они хотят изменить жизнь в своем городе, в своем регионе, и в принципе за ними будущее, им гулять с детьми на этих общественных пространствах, с будущими детьми, с нашими внуками и так далее и тому подобное, я понял, что в нашей стране есть куда стремиться, и есть те люди, которые нашу страну поведут вперед и достаточно хорошему развитию и будущему. И они действительно горят глаза. Особенно, когда приехали ребята с Крыма,
которые, в принципе, учились в школе в другом государстве. Они достаточно все студенты. Как они говорили, какие у них были идеи, и все идеи были связаны именно с российским Крымом, с российским Севастополем, как они хотят развиваться, какие препоны дают нынешние власти. И мы сейчас очень сильно раскачиваем эту тематику, помогаем добровольцам, чтобы пробить какие-то административные барьеры, чтобы их пустили в развитие, подпустили к реализации тех мероприятий, то, что они хотят видеть от своих городов. Что не сказал Олег, у нас был в Ставрополе в августе месяце молодежный форум. Вот Евгения была у нас на нашем форуме. Это был такой первый старт именно вовлечения молодежи в части формирования комфортной городской среды. В апреле месяце мы планируем сделать этот форум на постоянной основе. Он будет у нас в Ярославской области, в городе Ростов-Великий. Поэтому я очень прошу администрации Дальневосточного федерального округа найти средства, отправить ребят на этот форум, потому что ко мне подходили, не буду говорить, с какого субъекта Дальневосточного федерального округа, ребята, добровольцы. Он говорит, представляете, нам денег выделили только на поезд. И мы через всю страну до Ставрополя на поезде, вы знаете, так классно. Я говорю, был бы я студентом через всю страну проехать. Это было вообще бы здорово, и, наверное, воспоминания запомнились эти бы на всю жизнь. И какие они действительно были благодарны тем, что были услышаны. Поэтому здесь я попрошу администрации субъектов найти возможность отправить добровольцев, потому что им тяжело, у вузов нет денег, а за счет регионов хотя бы там 2-3 человек от субъектов найти и направить, потому что действительно мы хороший кейс готовим для добровольцев в рамках, что и обучающие, это больше будет даже обучающая тематика, потом у вас же будет эффект больше и лучше в субъектах Российской Федерации. Юлия Викторовна, я практически отобрал у вас микрофон, извините, пожалуйста. Спасибо, Максим Борисович, спасибо, Олег. Ну что, коллеги, я предлагаю поблагодарить наших спикеров. Спасибо вам большое за столь информативную сессию. Надеюсь, что вам понравилось. И на самом деле я предлагаю поработать без перерыва. У нас с вами в программе стоит перерыв на 20 минут. Но я думаю, что... Спасибо, коллеги. Я думаю, что мы поработаем с вами без перерыва. И я с удовольствием передаю микрофон своей коллеге, заместителю директора проектной дирекции Минстрой России Семеновой Елене. Она сейчас пригласит спикера в следующей сессии. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, коллеги. Сейчас буквально 2 минуты технические немного вещи поправим. Начнем мы нашу новую секцию от умного города к умному региону.